Введение мяча. Ну, упражнение кажется довольно знакомым всем и не таким уж сложным. Введение выполняется как на месте, так и в движении. Но когда ребенок еще не знает, как это делать, то он испытывает некоторые трудности. Для начала все-таки обучаться лучше мячом, который немножко потяжелее. Потому что чем мяч тяжелее, тем лучше ребенок его чувствует. Ему трудно определиться, когда отбить, когда ударить. Если рука позволяет, если взять ребенок может, то, конечно, баскетбольный мяч предпочтительнее. Но это уже где-то начальная школа, конец детского сада. Ребята поменьше, лучше взять мячи тоже поменьше. Волейбольные, ну и футбольные. Главное, чтобы мяч хорошо прыгал и его хорошо чувствовалось. Не надо сразу торопиться, прям стучать по нему. Надо постепенно подходить ко всему. То есть бросили, взяли, отбили. Бросили, взяли, отбили. Пробуем правой рукой, пробуем левой. Если получается неплохо, тогда уже добавляем пару ударчиков. Отпустили, раз, два, поймали. Раз, два, поймали. Можно просто сверху отпустили, он прыгает, попробовали ударить. Попробовали ударить. Так, чтобы он не улетал куда-то вправо-влево. Вот тоже недостаток легких мячей. Чуть-чуть куда-то в сторону попал, и мяч уже улетает далеко-далеко. Все, догнать его уже трудно, приходится все заново начинать. То есть я начинаю, например, если чуть-чуть промахнулся, мяч остался рядом со мной. В то время как легкий мячик, если будет прыгать, я чуть-чуть промахнулся, все, он от меня уже за 1,5-2 метра. Здесь уже ведение продолжить будет невозможно. Вот мы потихонечку осваиваемся с мячом. Мы можем его отпустить, несколько раз ударить. Хорошо, вот теперь уже переходим дальше. Пробуем хотя бы несколько раз нанести удары, так, чтобы мяч подпрыгнул и остался рядом с нами. Учим детей не просто бить по мячу, а именно как бы слегка толкая его вниз. То есть, если получается, я просто буду бить по нему, вот он у меня и летает, непонятно куда, непонятно как, я контролирую его очень плохо. Даже я его мягко бью, слегка как бы прижимаю, введу немножко вниз и добавляю немножко силы удара, тогда это будет проще, и я смогу его контролировать уже полностью. Удары наносятся не сильные. Нам нужно рассчитать правильно, насколько ударить, как ударить, но это уже зависит от мяча. Чем мяч лучше прыгает, тем, соответственно, удар должен быть слабее. И тоже мяч здесь тяжелее, удар чуть посильнее. Когда мы научились, пробуем уже переходить к движению. Не забываем, действуем все с правой и левой рукой. Ну, первое движение, которое самое простое. Попробуйте покрутиться вокруг себя. Пробуйте менять правую и левую руку в одну сторону, левую в другую, потом поворачиваем. Чтобы хорошо отработать, например, действуйте. Минутку вводим только правой рукой. И начали. Потом только левой рукой. Потом по очереди правой и левой рукой. Если мы хорошо освоились, то уже можем двигаться где-то, выбрав большую площадку. Например, в зале, или на улице, или даже просто по асфальтированной дорожке пробежаться в одну, в другую сторону. Если детей много, это еще лучше, потому что мы тогда добавляем задание, что все вводят мяч, все стараются двигаться по всей площадке, но главная задача – не сбивать друг друга. То есть ты все, что хочешь, делай, веди как хочешь, но так, чтобы не задеть партнера, не задеть его мяч. И заодно не попасться под его мяч, потому что у кого-то улетает мяч, а ты должен свой успеть убрать, а потом уже продолжить ведение. Это, во-первых, развивает внимание, во-вторых, уже не только ребенок контролирует себя вот именно на ведении мяча, концентрируется, он еще концентрируется на всем, что происходит вокруг. Это очень полезное задание. И когда мы уже научились хорошо водить мяч, можно попробовать его поднять уже с самого низа. То есть он у нас лежит на полу, и вот мы пробуем ударами руки, точнее кисти,
Попробуйте его поднять. Упражнение такое же и легкое, как кажется на первый взгляд. Вот здесь как раз в большей степени помогут легкие мячи, которые хорошо прыгают. Тяжелый мяч будет поднять немножко сложнее. Почему у детей часто не получается? Потому что ребенок начинает бить. Если мы просто бьем, не концентрируясь на том, когда мяч подлетает или опускается, то, естественно, мы просто его прижимаем. И только если повезет, мы его поднимем. Нам надо постараться увидеть и нанести удары вовремя. То есть я вот начинаю бить, смотрю, когда он подпрыгивает. И после этого наношу удар. Когда он подлетел, я стараюсь ему ударить, когда он подлетает, чтобы ударить его об пол. Если же он летит вниз, и я его бью, соответственно, я его прижимаю. То же самое, в общем-то, и обычное ведение. Когда ребенок ведет и старается внизу наносить удары уже, когда он уже почти опустился и попадает не в ритм, он прижимает мяч. И все, мяч уже покатился. Еще один момент. Следим за ногами. Потому что иногда начинаем вести, сами себе по ноге попали, мяч улетел. Но это уже практика достигается. Значит, двигаемся с мячом. Пробуем и вправо, и влево, и приставленным шагом, и назад, и спиной вперед, и с поворотами. Все разные варианты пробуем. Когда получается маневрировать, тогда уже можно считать, что ведение освоено.